которую возглавляет заместитель председателя правительства Бычков Кирилл Евгеньевич. В состав группы входит Аргунов Павел Анатольевич, министр строительства, Вербицкая Людмила Лясовна, заместитель министра здравоохранения, Агарков Александр Владимирович, руководитель департамента энергетики и оперативного контроля Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Ханды Тимур Юрьевич, заместитель министра экономики, Грищенко Виктор Александрович, его главного инженера теплоэнергосервис, присяжный Михаил Юрьевич, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия, Бугаев Александр Николаевич, заместитель министра по физической культуре и спорту, Терещенко Максим Викторович, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия, Будаев Адамжа Баторович, корреспондент газеты «Якутия». Работу построим следующим образом. Сначала отчет, потом вопросы. Вопросы также можно передавать в письменном виде. Поэтому давайте начнем работу. Добрый день, уважаемые жители. Начнем с краткого отчета исполнительных органов государственной власти за 2018 год по Республике Саха-Якутия. Основными политическими событиями прошедшего года стали, естественно, выборы президента Российской Федерации, досрочные выборы главы Республики Саха-Якутия, выборы народных депутатов Государственного собрания Тюмен и выборы муниципальные, которые продемонстрировали устойчивость нашей политической системы на всех уровнях. 2018 год прошел под эгидой Года добровольца. Всего от помощь добровольцев получили 119 тысяч человек. Одним из значимых событий 2018 года явилось принятие закона Республики Саха-Якутия о стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Генеральная цель развития нашей республики к 2032 году стать лидером международного уровня по конкурентоспособности нашей основной ценности – это человеческий капитал. Продолжает сохраняться многолетний положительный естественный прирост населения, который традиционно превышает показатели по Дальневосточному федеральному округу. У нас по итогам января-ноября 2018 года естественный прирост населения в республике составил 5,9 на 1000 жителей. По показателям естественного прироста рождаемости мы на первом месте в Дальневосточном федеральном округе и входим в десятку среди всех субъектов Российской Федерации. Количество многодетных семей увеличилось на 1048 и составило 26 174 семьи, в которых воспитывается 85 800 детей. В целях стимулирования рождаемости осуществляется выплата республиканского капитала «Семья» при рождении и усыновлении третьего и каждого последующего ребенка. Отмечу, что все социальные обязательства по выплате социальных пособий и выплат в 2018 году выполнены в полном объеме. Социальные пособия из регионального бюджета проиндексированы с 1 января 2018 года на 4%, а из федерального бюджета проиндексировано с 1 февраля 2018 на 2,5%. На меры социальной поддержки в 2018 году направлено 13,5 миллиардов рублей. Это больше, чем в любой из предыдущих годов. Одним из главных достижений отрасли здравоохранения республики является увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни. Сейчас она в республике составляет 72 года, для женщин 77, для мужчин 66. И является самой высокой среди Дальневосточного округа. Увеличен объем оказания высокотехнологической медицинской помощи. Введен в эксплуатацию перинатальный центр в городе Якутск. Осуществлена реконструкция радиологического корпуса Якутского республиканского онкологического диспансера. Основной задачей здравоохранения на 2019 год является создание условий для шаговой доступности населению первичной медико-санитарной помощи. Для всех групп населения и для всех населенных пунктов, самых удаленных. Для обеспечения этой задачи в 2019 году для нужд Алданской центральной районной больницы будет приобретен мобильный комплекс. Это передвижной флюорограф и маммограф. В части инфраструктурных проектов
одной из важнейших задач 2019 года является, безусловно, начало проектных работ по строительству моста через реку Лена. Ленский мост соединит 3 федеральных трассы и станет основным элементом северного широтного пояса России, связывающего Восточную Сибирь с портами Магаданской области. В 2018 году были проведены предварительные переговоры с инвесторами. Мы рассчитываем, что в 2019 году у нас начнутся уже работы по разработке проектно-сметной документации. Мы планируем выйти с готовностью этого объекта 2024 года. Планы амбициозные, но мы считаем, что если за них нельзя сейчас решительно, то такой важный объект для республики, как мост, мы не сможем выполнить. Поэтому мы обязаны и должны этот проект в этом году начать активно реализовать. В первом полугодии 2019 года запланирован ввод в постоянную эксплуатацию долгожданного объекта железнодорожного комплекса пускового Томот-Якутск в Нижних Десятях, в котором уже в 3-м квартале начнутся пассажирские перевозки. В 2019 году планируется также реконструкция аэропортов Нерюнгри, Верхневилюйск, Жиганск, Алепинск, Куснера. В рамках государственной программы социально-экономического развития арктической зоны начата реализация проекта создания высокотехнологической жатайской судоверфи. Этот проект принесет более 700 новых рабочих мест. Завершением строительства линии электропередач обеспечено к 1 января 2019 года вхождение ранее изолированных центрального и западного энергорайонов в объединенную энергосистему Дальнего Востока. Таким образом обеспечена наша энергетическая безопасность. Ввод жилья. В 2018 году он составил более 530 тысяч квадратных метров. Это 102% от плана, на 2% превысили план. И он обеспечен главным образом крупными застройщиками, с долевым участием в основном в строительстве. Введено 325 тысяч метров многоквартирного жилья и 205 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. За 2018 год с помощью господдержки улучшили жилищные условия более 1100 семей льготных категорий. Приобрели и построили жилье за счет средств федеральных и республиканских социальных выплат 425 молодых семей. Из них по Алданскому району 39 молодых семей на сумму около 25 миллионов рублей. Обеспечено жильем более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году предстоит еще большая программа. Предстоит обеспечить 600 детей-сирот жильем. На эти цели в государственном бюджете предусмотрен самый значительный объем за все эти годы в республике – 1 миллиард 306 миллионов рублей. В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот Алданскому району предусмотрены средства в размере около 100 миллионов рублей. Планируется обеспечить жильем не менее 144 граждан. Для этой цели планируется приобретение квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Улучшили условия за счет федеральных и республиканских средств и государственных жилищных сертификатов. У нас в прошлом году 134 семьи. В 2019 году на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера, предусмотрено 300 миллионов рублей. Планируется выдать 150 государственных сертификатов, в том числе предварительно около 5 сертификатов гражданам из Алданского района. Отдельная работа проводится правительством республики с целью решения проблем обманутых дольщиков. Мы в прошлом году решали в основном нефинансовыми средствами эту проблему. Тем не менее, за прошлый год было ликвидировано 3 крупных проблемы, завершено строительство 3 крупных объектов жилых, а средств было всего 20 миллионов рублей. На 2019 год нам удалось выделить на это 150 миллионов рублей, то есть в 7,5 раз больше. Мы рассчитываем, что благодаря этому 158 человек забудут о проблеме обманутого дольщика. В 2018 году полностью завершены мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда, который был признан документ до 1 января 2012 года. Ликвидировано 490 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Расселено 30 тысяч человек. И программа составила около 30 миллиардов рублей. В Алданском районе в рамках программы расселен 751 гражданин. Из 346 жилых помещений площадью 14 700 квадратных метров. Было построено 12 многоквартирных домов. С 2019 года в республике начнется 2-й этап ликвидации аварийного жилищного фонда, который признан таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Это 3586 многоквартирных домов общей площадью
1 миллион 142 тысячи квадратных метров. Там проживает 61 100 граждан. Это самый большой аварийный фонд во всей России. Это 11% аварийного фонда Российской Федерации. Для решения данной проблемы начинается реализация регионального проекта, в ходе которого мы планируем реализовать программу и ликвидировать 920 тысяч квадратных метров аварийного фонда на сумму более 61 миллиарда рублей, в том числе из федеральных средств 60,5 миллиардов. Это беспрецедентный объем федеральных средств, когда-либо полученным каким-либо субъектом Российской Федерации. В 2018 году за счет всех источников введено в эксплуатацию 54 социальных объекта, в том числе 10 школ на 2135 мест, и в том числе из этих 10 школ 2, каждая по 900 мест в рамках программы государственно-частного партнерства, где были привлечены инвесторы, и эта программа реализовалась в короткие сроки. Введено 23 детских сада, 1 объект среднего профобразования, 2 объекта дополнительного образования, 2 объекта здравоохранения, 10 объектов культуры и 5 объектов спорта. Напомню, 54 объекта. В этом году, в 2019, мы планируем из всех источников ввести 63 объекта. В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды планируется благоустройство 83 объектов, таких крупных городов, как Алдан, Ленск, Мирный, Неринга, ну и Якутск, конечно. На обновление и модернизацию объектов коммунального комплекса было направлено 5 миллиардов 820 миллионов рублей, в том числе 3 миллиарда 830 миллионов частных инвестиций. Построено и реконструировано 22 котельные. Газопроводы. В прошлом году было построено 26,5 километров, 16 километров из них магистралка и 10,5 внутрипоселковых. Газифицировано 730 жилых домов. С вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Силы Сибири» в конце 2019 года позволит этой республике провести газовые сети в Ленский, Алекминский, Алданский и Нерюнгринский район. Экология. Первый стратегический указ, который подписал после вступления в должность глава республики Арсений Сергеевич Николаев, это указ об экологическом благополучии республики Саха-Якутия. Он определил до 2024 года основные приоритетные цели по снижению рисков и факторов негативного воздействия на природу и окружающую среду. Охват территории республики экологическим мониторингом составил уже 52% от территории. Расширяется география рейдовых мониторингов. В 2018 году было проведено более 6 тысяч проверок и выявлено 3230 нарушений. Доступ в интернет. Он уже организован в 512 населенных пунктах, в которых проживает 99% населения. Я знаю, что это самая большая такая проблема и недовольство высказывают те, кто попал в этот 1%. Поэтому мы делаем максимум для того, чтобы сделать охват 100%. Реализованы в прошлом году были крупные для этого инфраструктурные проекты. Вилюйский экспресс, Кобяйский экспресс. Построено 2000 километров оптиковолоконных линий. Это в 10 раз больше, чем уровень 2017 года. К 2024 году, соответственно, эту работу планируется продолжить. Мы знаем, что в зоне охвата сотовой связи сегодня 99,3% населения. Расширяется охват и цифрового телевидения, которое стало уже доступным для 95%. Мы планируем эту работу сделать с абсолютным результатом. Индекс промышленного производства продемонстрировал максимальный рост за последние 6 лет. По итогам 2018 года Якутия вошла в тройку лидеров по этому показателю. И в частности из-за того, что была повышена добыча золота. Впервые в современной истории республики объем превысил отметку 29,5 тонн. Причем в Алданском районе золотодобыча превысила даже советские показатели и составила 12,8 тонн. Развитие ключевых инвестпроектов топливного комплекса позволило также увеличить добычу угля и нефти. До 2022 года будут, естественно, реализованы новые проекты, такие крупные, как шахта Денисовская, Восточная, обогатительная фабрика Инаглинская и так далее. В целях местного производства товаров и услуг в 2018 году было создано 841 новое рабочее место. И по итогам 2018 года у нас брендом «Сделано в Якутии» отмечено свыше 140 предприятий,
и название продукции местных предприятий. Фондом развития предпринимательства оказана господдержка уже 11 субъектам. В прошлом году малого и среднего предпринимательства на сумму более 40 миллионов рублей. В этом году работу планируется кратно повысить. Это по поддержке нашего малого и среднего предпринимательства. В рамках сотрудничества с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства федеральной создана первая в Дальневосточном федеральном округе региональная лизинговая компания. И в прошлом году, хотя она была в середине года создана, уже 10 лизинговых сделок было заключено на сумму более 100 миллионов рублей. В этом году мы планируем, естественно, также это кратно увеличить. Эта услуга пользуется спросом у населения, у предпринимателей малого и среднего бизнеса. Как вы знаете, в декабре 2018 года открылся IT-парк в городе Якутске. Это первый на Дальнем Востоке такой объект. Он позволит нашим молодым предпринимателям, тем, кто занимается технологическими разработками, применять свои знания, развивать и реализовывать новые проекты в сфере IT, цифровых технологий и прочих наукоемких производств. Также IT-центры будут открыты и в других городах Якутии. Мы эту программу планируем планомерно развивать. Хотел несколько слов сказать про туризм. Это тоже для нас очень важная веха, поскольку чем больше у нас турпоток, тем больше у нас предприятий, которые заняты в сфере услуг и малого и среднего бизнеса, будет задействовано, тем больше товаров и услуг будет продаваться. У нас общий турпоток в прошлом году составил 200 тысяч человек. Он растет на 2%, но мы хотим, чтобы в этом году скачок был значительнее, чем 2%. Мы хотим делать экспорт наших услуг и привлекать иностранных туристов во все практически районы Якутии, не только в те места, которые они уже сейчас активно делают. Резюмируя, скажу, что поступление доходов в госбюджет республики составило 219 миллиардов рублей. В прошлом году это 105%, то есть на 5% выше плана. Налоговых и неналоговых доходов 139,2, это на 6% больше плана. Из возмездных поступлений почти 80 миллиардов рублей, это плюс 3% к плану. Расходы госбюджета составили 99% к плану, 208,9 миллиардов рублей. Исполнение на вес программы составило 12 миллиардов рублей. В 2018 году в экономику было привлечено 411 миллиардов рублей инвестиций. В основном это добыча, но в этом году мы планируем, что это будет и переработка, и сектор малого и среднего бизнеса. В 2018 году из федерального бюджета было привлечено 27,5 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем 2017 год. Наибольший объем федеральных средств, конечно, был потрачен и будет тратиться, продолжать тратиться в инфраструктурные проекты, проекты, связанные с обеспечением жильем, завершение строительства якутского онкологического диспансера, а также, конечно, социальных объектов, строительства школ, детских садов, приобретение нежилых помещений в многоквартирных домах под группы детских садов яслей на развитие сельского хозяйства. Напомню, что 2019 год объявлен главой республики годом консолидации. Это означает, что укрепление взаимного доверия между жителями, жителей с властью, обществу в целом, это, конечно, непременный и важнейший атрибут нашего развития. Увлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, осознание значимости своего участия в общественной жизни. Доклад окончен. Спасибо.